Смотрите в программе. Открытие первой очереди крупнейшей в стране угольной шахты Инаглинская состоялось в Нерюнгринском районе. Со стартом льготной дальневосточной ипотеки застройщики повысили цены на 19%. Сколько сегодня стоит квадратный метр? Якутянка Июлина Попова открыла музыкальный фестиваль в Санкт-Петербурге. С началом пандемии это первое концертное событие в культурной столице. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. В Нерюнгринском районе состоялось открытие первой очереди угольной шахты Инаглинская. В церемонии принимал участие глава Якутии Айсен Николаев. Это крупнейшая в России угольная шахта мощностью добычи до 12 миллионов тонн угля в год. Фабрика Инаглинская-2 сможет перерабатывать 6 миллионов тонн. Также на ней планируется обогащать дефицитные марки сырья. Угольный концентрат будет реализован на внутреннем рынке России и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Я очень рад сегодня присутствовать на поистине историческом событии для Нерюнгринского района и для Республики Саха-Якутия, для всей угольной промышленности нашей страны. 35 лет мы помнили, как крупнейший тогда обогатительный комплекс был введен здесь в городе Нерюнгри на Якут-Угле. И вот через 35 лет мы можем гордо сказать, что в Якутии, в Нерюнгринском районе вновь вводится крупнейший в стране комплекс по добыче и переработке угля. Я поздравляю всех вас с этим поистине великим событием. Появление в столице квартальной застройки с развитой инфраструктурой поможет не только сократить дефицит предложений на первичном рынке, но и уменьшить стоимость квадратного метра. Так считает вице-премьер региона Кирилл Бычков. Спрос населения на ипотечное жилищное кредитование только с начала года выросло в несколько раз. Причем не уменьшается и количество тех, кто оформляет дальневосточную ипотеку. В Якутии количество заключенных договоров под 2% уже перевалило за 2000. Спрос рождает предложение. Застройщики этим незамедлительно воспользовались, повысив стоимость жилья в Якутске в среднем на 19%. Сегодня она составляет около 96 тысяч рублей за квадратный метр. Мы сейчас очень много на этому уделяем внимание. Мы заявку в федеральный центр направили по программе «Стимул» на сумму более 3,5 миллиардов рублей для того, чтобы подвести инфраструктуру именно под квартальную застройку. Да, таким образом, затраты на технические условия застройщика будет меньше. И мы, конечно, ожидаем, что стоимость, его себестоимость, ну и, соответственно, стоимость жилья будет снижаться. Поэтому мы тут очень такую тонкую настройку проводим и внимательно смотрим, чтобы эта цифра снижалась. Ну и, конечно, закон рынка. Чем больше предложений, тем ниже цена. Подготовка к отопительному сезону в Якутии подходит к завершению. На сегодняшний день практически в 100% объеме завершена подача тепла на объекты жилищного фонда и на 90% подготовлены к запуску котельной республики. Главы районов и руководители жилищно-коммунальных структур отчитались о проделанной работе на заседании правительственной комиссии под руководством первого зампреда правительства Алексея Колодезникова. Так, несмотря на большой объем работ по городу Якутску, все они должны быть завершены до 15 сентября, отметил Алексей Колодезников. Между тем, остаются еще вопросы по завозу котельного топлива в районы Якутии. Эти работы пока выполнены на 88%. Северный завоз традиционно должен быть продлен до 15 октября. Пока остаются не запущенными частично Мегино-Кангаласский район, Ленский и Алекминский. Это южный куст нашей республики. Также по жилому фонду это по Жатаю и по городскому округу город Якутск также идет запуск жилого фонда. По социальным учреждениям у нас также запуск в городе Якутске с 1 января, сентября оно начался, а жилой фонд с 9. Котельные также готовы. Сегодня мы считаем, что штаб поработал, как говорится, на стабильном уровне. И сегодня уже одна из главных задач – это завершение начала отопительного сезона и получение паспортов готовности по линии Ростехнадзора.
Еще один крупный транспортный объект появится на территории Якутии. В Тампонском районе построят мост через реку Алдан на федеральной автодороге Колыма. Управление дорог Вилюй заключило госконтракт с подрядной организацией «Хотьковский автомост». По условиям контракта компании предстоит подготовить территорию к строительству. Для этого проведут геодезическую съемку, гидрологические замеры и другие исследования. Накануне рабочая группа посетила место строительства будущего моста. Целью поездки стало обследование местности. По итогам проведенных работ предложат как минимум 3 варианта прокладки мостового перехода. Борьба с онкологическими заболеваниями в Якутии вышла на новый уровень. В конце сентября у нас в регионе запустили пилотный проект по раннему выявлению, который рассчитан на диагностирование 6 форм рака. Подробности уникального проекта выяснял Петр Васильев. Уникальную программу для выявления онкологических заболеваний запустили в республике в рамках национального проекта здравоохранения. Веб-приложение под названием «Онкопоиск» рассчитано на выявление 6 основных видов рака, которые являются ведущими причинами смерти населения региона. На первом месте на протяжении многих лет стоит по заболеваемости и по смертности стоит рак легких. У женского населения это рак молочной железы, рак печени стал достаточно занимать лидирующие позиции, желудочно-кишечный тракт – это колоректальный рак и рак предстательной железы. На первом этапе участнику проекта предлагается пройти онлайн-опрос, направленный на выявление факторов риска у определенных групп населения. Если по его результатам выявляется высокая группа, то система сама сообщит об этом и предложит пройти обследование в онкодиспансере. Остается только выбрать время для посещения врача. На первом этапе в работу запущен только скрининг рака легкого. Другие программы будут подключаться поэтапно. Веб-приложение отличается удобным интерфейсом и возможностью прохождения анкетирования в любое время. Несмотря на то, что проект действует пока только в Якутске, его результаты уже впечатляют. Этого числа уже на веб-платформе зарегистрировано 847 человек. Из них по возрастной категории прошли анкетный опрос на риск развития рака легкого 346 человек. Почти треть из них, это 112 человек, было предложено пройти углубленное обследование, это низкодозная компьютерная томография органов дыхания. Как отмечают врачи, для выявления онкологии в республике используют самое современное оборудование, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. Помогло оно и в пандемию коронавируса. В ходе прохождения низкодозной компьютерной томографии у большинства пациентов взяли исследования на COVID-19. Сегодня в процессе апробации специалисты изучают плюсы и минусы системы «Онкопоиск». В дальнейшем этой программой охватит как можно больше якутян, чтобы люди из групп риска своевременно попадали в поле внимания врачей. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Открытие мемориальной памятной доски отличнику здравоохранения России прошло в Алекминске. Почетный донор страны и врач-хирург Андрей Пшеничников проработал в отделении хирургии Алекминской центральной больницы с 1994 по 2019 годы. Прошел путь от практиканта до заведующего отделения. На открытии памятника присутствовали родственники, коллеги, друзья и пациенты, которым он когда-то сохранил здоровье и жизнь. Вот эти люди, они являлись, во-первых, они заложили все те традиции, которые должны работать в хирургии, которые работали. Они сохранили состав наш, они умели заинтересовать в результатах труда не только врачей, но и с младшим медперсоналом, и средний медперсонал. И вы знаете, когда идешь, говорю, чтобы не было стыдно посмотреть в глаза, что ты, когда идешь с работы, что ты сделал все, что возможно. Саженцы голубых елей Минэкологии Якутии подарила детскому саду поселка Бердигистяк Горного района. Воспитатели и отряд воспитанников «Зеленый патруль» высадили их на территории детского сада. Отметим, что голубая ель относится к одной из самых ценных пород древесины и занесена в Красную книгу России. И мы начали этот свой проект с марта 2020 года. Назначили ответственного воспитателя и создали группу детей, «Зеленый патруль» называется. И эти наши воспитанники совместно с воспитателями ведут экспериментальную долгосрочную работу. Они ухаживают, наблюдают. И мы в конце должны сделать методические рекомендации, выпустим брошюру. И у нас главная цель – это вырастить наши голубые ели и распространить в нашем горном улусе.
Смарт-библиотека в 203-м микрорайоне Якутска открыла двери для читателей после затяжного перерыва. Для того, чтобы свести к минимуму контакт между людьми, прием посетителей ведется по предварительной записи. Оформить ее можно по телефону или электронной почте. Как рассказали в библиотеке, соблюдаются все меры безопасности. На входе измеряют температуру, а также предоставляют антисептики. Сданные книги также дезинфицируются, организована и специальная комната для хранения, где они, так сказать, проходят карантин. Сейчас во всех библиотеках, прежде чем прийти, нужно записаться. Это можно сделать как по электронной почте, по телефону, соцсетям, в принципе, неважно, да. Вам определят время, это чтобы не было столпотворения в библиотеке. Читатель приходит, будет замечательно, если он заранее уже выберет книгу, которую он хочет. Каталог у нас единый по всей системе. Если он выберет книгу, а ее нет в библиотеке, она в другой, там в Хатасах, допустим, мы ее привезем ему сюда. Читатель приходит в определенное время, ему, как вы уже сказали, да, измеряет температуру, предлагают дезинфицирующие средства, и дальше уже происходит процедура либо книговыдачи, либо книгосдачи. Как нам рассказали в библиотеке, объект был построен компанией ВИЗ, которая ввела 12 социальных объектов в Якутии, в том числе 5 детских садов, 4 школы и 3 объекта культуры. Это смарт-библиотека, Центр детского творчества и Дворец культуры на месте старого ДК Гагарина. Город, музыка и ты. Ленинградские мосты. Ежегодный фестиваль культурной столицы стартовал с выступления певицы из Якутии, бэк-вокалистки артиста Басты и Юлины Поповой. Девушка подарила петербуржцам и гостям города авторский проект актуальной музыки. В этот день Банковский мост украсили современные биты, стилизованное национальное пение, яркий текст и невероятный голос. Концерт стал не просто первым офлайн выступлением певицы после карантина, но и дал старт концертной деятельности Петербурга после режима самоизоляции. Фестиваль проходил 3 дня. Концерты также состоялись на Итальянском и Малоконюшенном мостах, точке притяжения Севкабель-Порт и Музее мостов. В авторскую программу и Юлины вошли более 10 песен. Девушка в своих текстах пишет про терзание, поиск себя и, конечно же, любовь. Прости, первый шаг за тобой, за мной. Одни и те же мосты, одни и те же. У меня очень много этно-зарисовок и вообще, в принципе, ну, это поп-музыка, но с элементами там разных, типа лоу-фай, может быть, драм-н-бейс и все такое. То есть у меня, в принципе, там как бы все смешивается, кроссовер. И я очень рада, что все так сошлось, что именно то, что я переживала, то, что я в себе несла все время, я рассказала это как раз-таки в Петербурге, в таком максимально аутентичном для Петербурга месте. Это было волшебно. Это была вся информация к этому часу. До встречи в следующем.